Знаешь, с годами еще больней. Мери Хафизовна Авицба, она моя бабушка. Война, когда началась в 41 году, она пошла в летный. Тогда он назывался Ленинградский, а потом его переименовали в 46-й гвардейский Таманский женский авиаполк. С первых дней она до конца до Берлина дошла. Но они летали в основном ночью. Это были такие, в простонародье можно сказать, кукурузник. Самолет. Но он был Поликарпова, По-2 назывался. Учебные самолеты открытые. И они приспособили туда крыльям бомбы. Ночью вылетали и бомбили резервы немецкие. Днем они не летали. Днем они спали, отдыхали. 477 боевых вылетов только у нее. Она штурман и ведомый был. Это надо было... Тогда же не было наводящего ничего, да? Вот представьте, да, он до 120 километров в час шел, этот самолет. И надо было попасть каким-то образом. Стояла горшетка внизу. Ну и так, на глаз. Раз, нажал. Но они уже настолько приловчились к этому делу, что попадали. Составы с техникой, там, резервуары, все бомбили. Ну, немцы, да. Ну, их тоже били очень хорошо. С прожекторов. Ну, она рассказывала это всегда... Как она рассказывала? Она рассказывала, как в такой шутливой форме. Как будто это не война была, а какой-то там поход. Она мне запомнилась как бы... Она всегда улыбалась. Хотя, представьте, да, что они прошли, эти женщины, это просто кошмар. Ну, их подбили, насколько она... По-моему, она с Женей Жигуленко была, и они сели, но посадка была вынужденная, как бы не на аэродром, как бы не на полосу, а где-то там. И получилась жесткая посадка, и она повредила себе от удара позвоночник. От жесткой посадки. Ну, она скрывала, терпела эту боль и довоевала, дошла до Берлина. Тогда выделяли какие-то деньги, Сталин выделял, я не знаю, суммы какие-то, дали ей деньги. У меня даже фотография есть, как она с прадедом сидят на блоках и сами как бы строят этот дом. Ну, они его перестроили, и так и в этом доме мы жили. Корсет, она уже потом были такие адские боли, что даже в обморок падала от боли, что уже не могла терпеть и полетела в Москву. Не помню, я какой-то суперхирург был, фамилию я уже не помню. Они сказали, мы вам можем сделать операцию, но никаких гарантий мы вам не даем. Это как вот шанс какой-то, если получится, получится. Операция прошла успешно, и она практически, да, боли были какие-то, дискомфорт конкретный, да, ходила, но она утром одевала корсет. С нулевого класса я в 10 школе, она там председатель родительского комитета была. Вот всю жизнь, сколько я помню, она вот до конца туда ходила. В войне она много не говорила. У нее не было злости никому. Вот ненависти не было. Она любила вечерами собираться. Вот я помню, она меня поставит на табуретку. И я пел такую с выражением, главное, чтобы она так... Акцент был на выражение, чтобы пел там вдали за рекой засверкали огни, такие революционные песни. Там вдали за рекой засверкали огни, сотни юных бойцов пошли в последний бой. Надо было вдаль куда-то смотреть, как юные комсомольцы. Там другая эпоха, другая жизнь была. Прадед вообще сказал, что чтобы она в галифе не ходила. Это, смерти подобно было. Это позор был. С Батайского она приехала. Они серьезно поругались. Но он ей сказал, я от тебя там, так, в порыве, да, отказался, все. И потом она уехала, ушла на войну. Естественно, когда пришла с войны, там все уже другая история была. Она никогда замужем не была.
А как она выйдет? Потому что она ушла в 20 лет, да, там, на войну. И пришла инвалидом, и всю жизнь вот так прожила в корсете. Какое замужество. У нее детей не было, замужем не была. Моя родная бабушка, ее родная сестра. И она нас всех воспитывала в одном доме. И мы ее по-другому просто не называем. И не то, что я, там у меня есть сестры, у нас племянники. Она для всех бабушка, для всей школы была. Она ходила, знаете, как вот у нее был пиджак. У нее не было такого, да, там красивых вещей вот этих сейчас и тогда, да. У нее был пиджак с орденами, естественно. У нас 2 пиджака кителя висели с орденами. Но это на 9 мая, 1 мая она ходила. А обычной жизни она еще депутат нашего Верховного Совета Абхазии была, да. Ну, значок депутатский. Вот. Пару туфель было. Пальто. И любила очень ходить в беретке. Беретки такие они одевали тогда. Из аксессуаров у нее только ордена были. Перед войной произошла такая вещь. Приехали из Грузии где-то в 91 году. Они создавали там музей, как бы, да, в Тбилиси. И в основном все, что у нас было, они забрали. Ну и практически все осталось у них. Был такой художник у нас здесь в Абхазии, Хута Авицба. Он написал ее портрет. И портрет на холсте, большой хороший портрет. Знаешь, с годами еще больней.